все, друзья мои, я добрался до Камбарки. Сейчас меня ждет советное мороженое и знакомство с городом. Выставка «Эхо войны» посвящена событиям Великой Отечественной войны. Из Камбарки шло 7000 человек, половина не вернулась. Делали ящики для патронов и бутылки, и начиняли смесью молота. Продукция в 60-х, 70-х годах экспортировалась. В настоящее время он также у нас производит тепловозы Ту-10. В 15 веке, в 1741 году Акин Федимидов купил здесь землю с тем, чтобы построить здесь железоделательный завод. Изготавливалось железо, изделия из железа, якоря, шпили для судов, гвозди. Население составляло первоначально 1500 человек. Это кости доисторических животных найдены на реке Кама и Буг. И он награжден был орденом Святой Анны второй степени. Сейчас я нахожусь в Камбарке, и кажется, вопрос с мостом решился в положительную сторону. Благодаря главе Камбарского района мы сейчас едем на мост, и, возможно, нам удастся на него подняться. Что теперь мы на другой стороне. Вы молодцы, что верили в меня, и сейчас я поднимусь на мост через Каму. Ожидал я такого исхода событий, уже находясь в Камбарке, я даже не думал, что все-таки смогу попасть на мост через Каму. Но благодаря Потурскому Александру Васильевичу, главе администрации Камбарского района, я все-таки попал на этот мост. Сегодня я ровно 14 дней нахожусь в экспедиции. Сегодняшняя ночь была самой холодной. Я спал возле плотины Камбарской. И было очень холодно и ветрено. И утром случился интересный инцидент, что моя палатка улетела, и ее унесло в реку. И мне пришлось быстро разуваться и прыгать за ней. Но все хорошо. Палатку я сегодня высушу. А сегодня меня ждет знакомство с Камбаркой и Балаками, о чем я вам поведаю в своем блоге. Какой замечательный зал. Я иду смотреть Старообрядческую церковь. Там сзади меня заберет. Старообрядческая церковь. Кажется, сделано Я видел такие дома в Европе сейчас начинают строить. Это дом купца Шершова. В 19 веке он его построил, здесь жил. Камбарка находилась под властью Колчака. Колчаковские войска вырыли из могилы тела вот этих советских работников и выкинули на южную сторону поселка, ну вот где-то сюда. Я тут понимаю, на средства Килина. Да? В 1937 году закрыли эту церковь. И здесь был пищекомбинат. Но когда строили плотину, возили отсюда песок, брали, да, что были беспаспортные, вольные, беглые. Поднял воду и затопил вот это вот место. То есть вместе с людьми, то есть копани.